Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В культурно-массовых мероприятиях по программе ОШ «Культурный центр тюркского мира» делегация из Турции приняли активное участие. ОШ не только сохранился, но и дождался момента своего возрождения и расцвета, всеобщего признания и славы. Oş şehri 2019 yılında Türk dünyasının kültür başkenti ilan edildi. ОШ – один из древнейших городов мира. Ему более 3000 лет. Церемония открытия года ОШ «Культурной столицы тюркского мира 2019» была грандиозной и красочной. Был настоящий праздник искусства, где были представлены более 250 артистов из 12 стран мира, в том числе из Турции. В течение 3 дней ОШ превратился в площадку яркого искусства тюркского мира, а гости Кыргызстана в рамках открытия года ОШ «Культурная столица тюркского мира 2019» смогли познакомиться с культурными и природными достопримечательностями страны, национальной кухней и народно-прикладным искусством кыргызской земли. Также прошел парад единства тюркского мира. Так, после церемонии, приуроченной ОШ «Культурной столице тюркского мира 2019», открыли неделю турецких фильмов уже 3-й раз в Бишкеке. Кроме этого, в Бишкеке в Национальной библиотеке, Турецком культурном центре имени Чингиза Айтматова была представлена уникальная выставка «Эбру. Рисование на воде» с участием художницы-мастерицы Суна Кочалой. Наши культурные программы стали мостом дружбы между Кыргызстаном и Турцией. Sağ olunuz. İnşallah. Yani bu kültürel faaliyetler çok iki ülke arasında bir köprü oluşturuyor. Çok memnuniyet duyuyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kırgızistan'a bu yani ata topraklarımıza 5. gelişim. Manas Ata'nın, Kurmancan Datkana'nın topraklarında olmaktan son derece memnun oluyorum her gelişimde. Честно говоря, я в Кыргызстан приезжаю уже 5-й раз, и для меня большая честь и доставляет большое удовольствие пребывать именно в этих землях, где выходили как такие очень знаменитые люди, как Манас, как наш Курманджан Датка. Соответственно, это все является нашими ценностями именно всего тюркского мира. А также эти земли являются родиной великого человека, великого писателя не только Кыргызстана, но и всего тюркского мира, господина Чингиза Айтматова. Поэтому для меня великая честь присутствовать здесь в Кыргызстане. Также мы выросли, и мы являемся именно тем поколением, которые выросли именно на фильмах, которые были сняты рассказов по мотивам романов Чингиза Айтматова. Это, знаете, похоже на то, что я ощущаю, прибывая сюда. Может быть, мы были именно народами, которые 1000 лет были вдали друг от друга, но сейчас мы обратно воссоединяемся, и это доставляет действительно великое удовольствие. На данный момент Кыргызстан и Турция имеют отношения именно высокого уровня. И, соответственно, культурные мероприятия, которые проводятся такого плана, вносят свой великий вклад в развитие отношений. Соответственно, чем больше мы будем проводить такие культурные мероприятия, тем больше будет развиваться и торговля, и вместе с тем и туризм, и также вместе с этим будет развиваться и отношения в политическом плане. Я надеюсь, что мир и дружба, а вместе с тем и братство кыргызского и турецких народов будет все так же продолжаться и развиваться, и еще больше укрепляться. И поскольку это даст не только мир во всем, именно по региону, да, но и в целом для развития благосостояния этих двух народов. Как я и говорю, это мой 5-й приход в Кыргызстан. Я также являюсь членом ревизионной комиссии Кыргызско-турецкого университета Манас, поэтому я очень часто приезжаю, посещаю Кыргызстан. Вместе с этим такого рода культурные мероприятия способствуют тому, чтобы не просто, чтобы два государства сотрудничали и развивали свои отношения, но вместе с тем это дает толчок для ознакомления именно самих народов между собой. То есть, чтобы кыргызский народ также узнавал и турецкий народ, те, кто живет в Анадолу, а также, чтобы те люди, которые живут в Анадолу, турецкие наши братья, могли узнать и братьев-кыргызов здесь, в Кыргызстане. В Бишкеке в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтеева прошла интерактивная выставка под названием «Джибек Джолу».
Идеей мероприятия стала возможность, используя интерактивные методы, предоставить посетителям информацию о странах на Великом Шелковом пути, показать современный статус и перспективы древнего и нового пути, объединяющего города и страны. Это, в свою очередь, способствует усилению взаимного уважения, укреплению дружбы, успешному сотрудничеству в области торговли и туризма между людьми и народами. В рамках выставки прошел День Узбекистана. Открыли выставку руководитель Международного общественного фонда «Инициатива» Роза Утунбаевой, экс-президент Роза Исаковна Утунбаева и посол Узбекистана в Кыргызстане Комиль Рашидов. Узбекистан. Смотрите, какой красивый у нас стенд. Узбекистан на Великом Шелковом пути. Наша вся выставка про Великий Шелковый путь. Все, кто уже побывал за эти дни, вы видели, сколько стран на Великом Шелковом пути. И вот мы сегодня доехали до Узбекистана. Совсем недавно только границы открылись, и у нас уже 1 миллион людей из Кыргызстана поехали в Узбекистан посмотреть Бухару, Самарканд, Ташкент. И у нас все газеты пестрят такими фотографиями. Незабываемый Узбекистан. Узбеки, в свою очередь, поехали в Кыргызстан. В этом году порядка 300 тысяч узбекистанцев отдохнули на Иссык-Куле. А хотят еще больше людей приехать. Слушайте, мы должны как братья, как соседи на Великом Шелковом пути жить дружно, мирно, торговать, обмениваться мнениями. И вот именно через такие концерты, через выставки познавать больше друг друга. Вы когда придете, дети маленькие, вот у вас эти все бумажки, вы не просто приклейте, пожалуйста, флаг Узбекистана, но почитайте внимательно, что это за страна Узбекистан. Красивейшая страна. В Узбекистане у вас больше туристов, господин посол, чем у нас в Кыргызстане. Все туристы едут в Узбекистан. Мы немножечко получаем туристов тоже. Они, когда все от жары устанут там, когда их припечет хорошенько, они ищут прохладу, они ищут природу, они приезжают сюда, в Кыргызстан, в Таджикистан. В общем, слушайте, у нас в Центральной Азии очень красиво. Все хотят к нам, 70-миллионную Центральную Азию, приехать. Выставка посвящена именно этому. Мы надеемся, что родители будут еще приходить с детьми и узнавать все эти страны. Мы соседи, но не так много иногда знаем, особенно дети. Они должны больше, намного больше знать друг о друге. Дорогие дети, сейчас перед вами выступит посол Узбекистана в Кыргызстане. Знаете, кто такой посол? Посол, значит, представитель страны Узбекистан. Его прислал сюда президент Узбекистана в нашей республике. Хочу поздравить всех кыргызстанцев и пригласить на эту выставку. Вы сегодня увидите и ознакомитесь с историей Узбекистана, культурой Узбекистана, традициями Узбекистана, теми продукциями, которые сегодня производятся в Узбекистане, туристическим потенциалом Узбекистана. И я хотел бы сказать, что наша экономика и экономика Кыргызстана, они друг друга взаимодополняют. Культуры наши, они очень идентичны. Наши народы хлебосольные, гостеприимные. И это наш стимул для того, чтобы сюда привлекались или приезжали очень много туристов, как с Кыргызстана в Узбекистан и с Узбекистана в Кыргызстан. Поэтому Роза Исаковна сегодня сказала о миллионах.
Но я думаю, что за этими цифрами стоят человеческие судьбы, человеческий труд и гостеприимство наших народов. И я хотел бы выразить большую признательность сегодня всем организаторам, кто вложил свою частичку сердца, приготовил красивый дастархан, приготовили вот юрту, украсили уголок Узбекистана, подготовили концертную программу. Но и всех уважаемых сегодня присутствующих я хочу поздравить тем, что мы вас приглашаем в Узбекистан, который сегодня открыт Кыргызстану. Спасибо большое. На выставке были организованы стенды Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Китая, Индии, Ирана, Кувейта, Турции, Монголии, Японии, Южной Кореи, Пакистана, Афганистана и других стран, через которые проходил шелковый путь.
Посетители выставки отмечали близость культуры и традиций узбекского и кыргызского народов. Также участникам была представлена возможность продегустировать узбекский плов. В рамках интерактивной выставки «Жибек Джуло» в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке состоялся День Ирана. В программе Дня Ирана гости смогли насладиться концертом иранской музыки, послушали исполнение поэмы «Шахнаме» и чтение персидских произведений и песен. Кроме этого, был организован показ художественных и документальных фильмов об Иране. Все желающие смогли собственными руками на выставке ремесел научиться персидской каллиграфии и изготовлению традиционных иранских кукол. Также проводились мастер-классы по работе с бумагой, раскраски, конкурсы и викторины на знание Ирана. Каждый посетитель, как полагается каждому гостю, смог отведать иранский чай с наватом и национальным блюдом аш-реште. Выставку открыла экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева и культурный атташе Исламской Республики Ирана в Кыргызстане Парвиз Касеми. По словам организаторов мероприятия, общая концепция выставки состоит в том, чтобы, используя интерактивные методы, предоставить посетителям информацию о странах, по территории которых проходил Великий Шелковый путь. День Ирана в рамках фестиваля организован культурным представительством Исламской Республики Ирана и посольством Исламской Республики Ирана в Бишкеке. Турция широко отмечает Международный день детей. Этот день был объявлен детским Мустафой Кемалем Ататюрком еще в 1920 году. Начиная с 1979 года этот праздник стал по-настоящему международным. В настоящее время в праздновании Международного дня детей в Турции принимают участие дети из более чем 50 стран мира. До 2000 года празднование проходило только в Анкаре. Теперь же праздники проходят во всех крупных городах и посольств Турции за рубежом. В Бишкеке в турецком лицее также было организовано праздничное мероприятие с участием советника президента Турции Ялчин Топчу, послом Турции в Кыргызстане Джингиз Камиль Фырат, советники посольства, руководители турецких лицеев, преподавателей, родителей и учеников. Открывая мероприятие, директор лицея Илькнур Енал зачитала обращение Ататюрка к турецкой молодежи. Barışı, kardeşliği, birlik olmayı, beraber yaşamayı bileceksiniz. Твоя главная обязанность – вечно хранить и отстаивать независимость Турции и Турецкую Республику. Это единственная основа твоего настоящего и будущего. Эта основа – твое самое ценное сокровище, и в будущем будут недоброжелатели, как дома, так и за его пределами, которые захотят лишить тебя этого сокровища. Если однажды тебе придется защищать свою независимость и республику, ты не будешь колебаться и взвешивать свои возможности и обстоятельства, исполняя свой долг. Эти возможности и обстоятельства могут оказаться крайне неблагоприятными. Враги, посягающие на твою независимость и республику, могут иметь за своими плечами беспрецедентные в аналах истории победы. Может статься, что силой и хитростью каждая крепость твоей любимой родины будет захвачена. Каждая гавань занята врагом, все армии разбиты и каждый уголок страны оккупирован. И что еще больнее и опаснее, те, кому принадлежит власть в твоей стране, могут быть безучастны, дезориентированы и могут даже оказаться изменниками. Более того, их личные интересы могут совпадать с планами врага. Народ под натиском лишений и нищеты может оказаться истощенным и сломленным. Молодежь будущего Турции. Вот в таких обстоятельствах и при таких возможностях твой долг спасти независимость Турции и республику. Сила, необходимая тебе в благородной крови, что течет по твоим венам. В своем выступлении посол Турции в Кыргызстане Джингиз Камиль Фырат отметил:
anlatmak istemiyorum. Çok güzel bir şekilde anlattılar. Сегодня мы отмечаем 23 апреля, День национального суверенитета и детей. Вы организовали по случаю праздника различные мероприятия. Среди вас есть и кыргызы, узбеки, уйгуры и турки. Лично для меня гордость отмечать этот праздник в Кыргызстане. Очень благодарен всем организаторам за такой красочный праздник. Мы с вами с воодушевлением празднуем 23 апреля, День детей и национальной независимости, подаренный нами с целью развития братства и любви между детьми всего мира, для того, чтобы создать мир на всей планете. С праздником вас! Советник президента Турции Ялчин Топчу тоже поздравил детей с 23 апреля, Днем детей и национальной независимости Турции. Дети – это цветы жизни. Для турок это выражение имеет особый смысл. Одной из национальных особенностей народа является самозабвенная любовь к подрастающему поколению. В Турции есть особый праздник, посвященный детям – Чоджук Байрамы. Датой национального торжества является 23 апреля. День детей отмечается в честь первого созыва Великого национального собрания в 1920 году в Анкаре. По завещанию первого президента Турецкой республики Кемаля Ататюрка, который полагал, что будущее нации закладывается в детстве, в этот день взрослые должны были на время поступиться своим авторитетом. Затем представители школы из села Буденовка из Сакатинского района поздравили Турцию с Днем детей и национальной независимости. Çok razıcılık bildirem. Господин Джингир Ферат, çok rahmat sizge. Vasiliki Ayım, sizge çok rahmat. Recep Bey, çok rahmat. Dağı ayta turgan sağımı en başkası Ali Bey, sizge çok rahmat. Sizin üybülüğünüzge жақшылық қалайбыз. Тика біздің мектепте оңдауды. Ушундай мектеп қылды Тика бізде. Элекнур Айым, sizge çok rahmat. Kırgızстан'ın orta mekteplerinden bizi gana çakırdınız. Bu большая честь. Menin mektebimde Türk ulutunda 40 yıldan beri işlegen Türktörдү, Azerbaycan'da orus diline birinci yol үйрөткөн Yazgul Miraliyevna'ga söz verip koyuyoruz. Sizge çok rahmat. Çok rahmat. Barıгыздарга çok rahmat. Demek bizim okuçumuz ынтымак, дружба тууралуу ыр айтып берсин. Добрым быть совсем непросто. Не зависит доброта от роста, не зависит доброта от цвета. Доброта не пряник, не конфета. Только надо добрым быть и в беде друг друга не забыть. И завертится земля быстрей, если будем мы с тобой добрей. Добрым быть совсем непросто. Не зависит доброта от роста. Доброта приносит людям радость и взамен не требует награды. Доброта с годами не стареет, доброта от холода согреет. Если доброта как солнце светит, радуются взрослые и дети. И мы, конечно, наша школа, Буденовская средняя школа, мы выражаем огромную благодарность правительству Турции, нашему послу и всем руководителям, которые стоят здесь, в нашей республике, потому что они обратили внимание на нашу простую сельскую школу. Они украсили ее. Вот внешне она выглядит так же, как вот ваш лицей. И как говорила сейчас Ульяна, действительно, у дружбы, у доброты нет границ, независимо на каком языке говорит человек, но когда у него доброе сердце, и тогда будут добрые намерения, и тогда будет мир и дружба на всей планете. Спасибо вам и низкий поклон. После состоялся небольшой концерт с участием школьников лицея.
Состоялась официальная церемония открытия отделения кардиологии в Токмокской территориальной больнице после капитального ремонта. В прошлом году в мае был завершен капитальный ремонт кардиологического отделения с поставкой твердого инвентаря за счет турецкого агентства по сотрудничеству и координации. Ремонт проведен на сумму $82 тысячи США или 5 миллионов 576 тысяч сомов. В церемонии приняли участие вице-президент турецкого агентства по сотрудничеству и координации Рахман Нурдун, координатор ТИКа в Кыргызстане Али Муслу, депутат Джорку Кенеша, лидер партии Кыргызстан Канатбек Исаев, заместитель министра здравоохранения Эркен Чечейбаев, спикер городского Кенеша Солтобаев Тилек Асанович и другие. Кардиологическое отделение Токмокской территориальной больницы рассчитано на 25 коек. В год проходят лечение в среднем 875 больных. Это жители города Токмок и близлежащих районов. Выступившие отметили, что Токмокская территориальная больница является одной из старейших больниц Кыргызстана. Она была создана в 1912 году как уездная больница, рассчитанная на 7 коек. В данное время Токмокская территориальная больница рассчитана на 235 коек, является стационаром вторичного уровня. Имеется 11 отделений, 6 из которых являются межрайонными. Это глазное отделение, детское, куда переводятся новорожденные на второй этап выхаживания со всего восточного региона Чуйской области. Также инфекционное, противотуберкулезное, родильное и в том числе кардиологическое. Ежегодно стационарное лечение в ТТБ проходят свыше 9,5 тысяч человек. Из них 64% являются льготниками. Кардиологическое отделение рассчитано на 25 коек. В среднем в год получают квалифицированную помощь около 890 больных. Учитывая, что Кыргызстан занимает лидирующую позицию по смертности от ЦСЗ в странах СНГ, Министерством здравоохранения уделяется большое внимание кардиологической службе. В данное время разрабатывается дорожная карта по оказанию квалифицированной медицинской помощи при ОКС и ОНМК. В 2018 году было закуплено медицинское оборудование для стационаров различных уровней. Биринчи эле жардам эмес, мен билгенден ушул Кыргыз мамлекети эгеминдүүлүккө ээ болгондон баштап эле ТИКа уюму $1 миллион каражат жардам берилди да. Акыркы эле ушул тарых музейине канча деген акча берилди. Ал эми кандай колдонгон ал биздин өзүбүздүн күнөөбүз, бирок ошого да силер чоң Ошто азыр болгон чоң иш-чараны дагы ТИКа уюму каржылап атат. Эми сиздерге чоң ийгилик, мамлекетиңерде мындай мүмкүнчүлүктөр боло берсин. Ар бир мамлекеттин, ар бир элдин бир кайсыл мезгилде кыйналган, бир кайсыл мезгилде гүлдөгөн учурлар болот да. Ошол бүгүн сиздердин мамлекет өнүгүп келаткан учур, биздин мамлекет Кудай буйрса ошо өнүгүү жолуна жаңыдан кадам шилтеп атабыз. Бир учурда биздин белгилүү тарыхый инсан Шабдан Баатыр ушу Түркия Осман империя учурунда Меккеге темир жол салып атканда, ошол учурда чоң акчаны салым кошуп, ушу темир жол аягына чейин чыгып калсын деп жардам берген экен да. Ошентип бири-бирибизге жардам берели, мамлекетибиз да күчтүү болсун биздики. Биз да башка мусулмандарга жардам бергендей болушубуз керек да. Эмгек жаамат силерге дагы ийгилик. Буйрса эми мамлекет башчысы айлыгыңарды көтөрүп беребиз деп атат. Эртерээк көтөрүп берсин. Чыдагыла, сабырдуулук. Силерге ийгилик болсун. Медицина тармагына басым кылып атабыз. Ушу көтөрсүн айлык болбойт депчи 5000 сомдон башталат айлык. 5000 сомго мүмкүнчүлүк жашашка мүмкүн эмес да. Ошон үчүн хотелось бы вам вручить благодарственное письмо от имени мэра города Токмак за ту помощь и за то участие в жизни нашей деятельности города. Вам большой чон рахмат.
Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Malum болгондой, Түркия мамлекети Кыргызстан эгемендүүлүгүн эң биринчи тааныган өлкө жана эң биринчи ТИКА офисин бул жака ачкан өлкө болуп эсептелет. OECD экономикалык кызматташтын өнүгүү башкармаларынын маалыматтарына ылайык Türkiye 2007-8-11 жылдары Кыргызстанга эң чоң тышкы жардам көрсөткөн өлкөлөрдүн арасында. Урматтуу жана депутат Рза айтып кеткендей, Шабдан Баатырдын учурунда Осман мамлекетине Хижаз, Меккеге карай Иорданиядан өткөн темир жолго кошкон салымы жардамдардын мааниси өтө зор. Биз муну эч качан унутпадык. Биз ансыз деле бир тууган бир эл болуп эсептелебиз. Кыргызстан мамлекетинин азыр ушул өнүгүү жолунда өткөн мезгилде турганын көрүп биз турабыз. Биз дагы өткөн жылдары бир аз экономикалык жактан кризис, бир аз кыйынчылык жашады. Биздин мамлекетибиз ага карабастан биз долбоорлорубузду токтотподук. Бишкекте kurulgan больницаны дагы бүтүрдүк. Çünkü biliyorsunuz zor günlerde dostlar belli olur. Sizler de bilesizler, dost kıyınçılıkta bilinir. Biz TİKA ofisinin bu jeri Kırgızstan'a 92 yılı açılgandan beri bir top jaatта техникалык жардам колдоо көрсөттүк. Өзгөчө ошол саламат сактоо жаатында жалпы 111 долбоор ишке ашырдык. Bunun içinde саламат сактоо мекемелеринин курулушу, ремонту, адистерин окутуу программалары да кирет. Биз буга чейин аз Бишкекте жаңы курулган больницадан сырткары маалым болгондой 2012 жылы Ошко Кыргыз-Түрк достугу деп оорукана поликлиника куруп бергенбиз. Андан сырткары бул өткөн жылдары өткөн жылы 2 ФАП курулган Нарын облусуна. Бул жылы дагы 2019 жылы бул жаатта да бир канча долбоорлорубуз бар. Мисалы бул жылы Сузак, Жалал Абад облусу Сузак районунда Калмакырчын айылында бир ГСВ kurulmakçı. Bunu менен birgelikte Баткен облустук ооруканасында ремонт жүргүзүлмөкчү. Нарында Атбашы району үй бүлөлүк дарыгерлер борборун оңдоо жүргүзүлөт. Жалал Абадда дагы Аксы районунда территориальный больницанын ремонту жүргүзүлөт. Бишкекте шаардык перинаталдык борбордун патология бөлүмү ремонттон өткөрүлмөкчү. Бишкекте да эне жана баланы коргоо мындан 3 күн мурун биз Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги менен меморандумга кол койдук. Урматтуу министр мырза менен биргеликте бул министрлик менен биздин мекеменин ортосунда кызматташтыкты мындан дагы бекемдеп арттырмакчы. Мен Кыргызстанга биринчи иш сапарым менен биринчи жолу келип отурам. Кыргыз элинин өтө жылуу мамиледе өтө жакшы тосуп алганын айта кетем. Айта алам, өзгөчө Ош Түрк Дүнүйөсү маданий борбор иш чарасына барганыбызда ал жердин эли дагы абдан жакшы тосуп алышты. Бүгүн дагы бул жерде врач кызматкерлерди сиздерди көргөндө дагы абдан жылуу мамилеңиздерди, сиздерден бир электричество алгандай, мурдатан бери тааныш болгондой бир сезимдер менен отурам. Буюрса кардиология бөлүмү бул элдин дагы кызматында болуп дагы көп адамдын өмүрүн сактап, элдин саламаттыгын бекемдегенде салым кошот деген үмүттөмүн. Баарыңыздарга чоң рахмат. В Токмокскую территориальную больницу был поставлен ЭКГ-аппарат, дефибриллятор, кардиомонитор. Министерство здравоохранения выражает огромную благодарность за оказанную помощь турецкому правительству, агентству ТИКА за вклад в развитие здравоохранения Кыргызстана. Я директор Токмакской территориальной больницы Бактыгуль Исаева. Сегодня у нас состоялась официальная церемония открытия отделения кардиологии после капитального ремонта.
Капитальный ремонт был проведен в 2018 году турецким агентством по сотрудничеству и координации ТИКа. Ремонт проведен на сумму $82 тысячи США или 5 миллионов 576 тысяч сумм. Капитальный ремонт в отделении проведен, плюс еще была поставка твердого инвентаря. Это 17 функциональных кроватей, 17 тумбочек. Большое спасибо за содействие также депутатам Джорку Кенеша партии Кыргызстан. Благодаря их содействию ТИКа уделила нам внимание, потому что они уже второй раз помогают одной и той же больнице. В 2016 году был проведен капитальный ремонт здания центральной стерилизационной на сумму 1 600 000 сумм. Хочу выразить большую благодарность турецкому агентству по сотрудничеству координации ТИКа в лице Рахман Нурдона, Али Муслу, координатора ТИКа в Кыргызстане. Особую благодарность хочу выразить УСО Догал ЛТД, подрядчику, которые провели данный ремонт. Ремонт проведен очень качественно и своевременно. Желаем успехов, здоровья, дальнейшего процветания этому агентству. В Бишкеке Национальной библиотеке Турецком культурном центре имени Чингиза Айтматова представили уникальную выставку с участием художницы и мастерицы из Турции Суна Кочаллай Эбру «Рисование на воде». Рисование на воде Эбру, имеющее древнюю историю, представляет собой не просто нанесение красок на определенную поверхность, скорее это целая философия. Ведь Эбру – это рисование, в основе которого лежат правильные, природные формы, а именно круг. Каждая капля, которая попадает в воду, растекается в круг, который мы можем преобразовать абсолютно в любую желаемую форму. Ценность искусства Эбру определяется не только результатом, но и самим процессом. Как все восточное, рисование Эбру представляет собой бесконечное движение, настолько прекрасное, что нельзя не восхититься. Все желающие могут посмотреть выставку в Национальной библиотеке. Bişkek Büyükelçiliği ve Kültür ve Tanıtma Müşavirliği olarak bugün yine Türkiye'mizin en güzel sanatlardan bir tanesini, Ebru'yu Kırgız halkına Бүгүн Түркия Республикасынын Бишкектеги ыйгарым окутуу элчилиги менен биргеликте дал ушул Эбру искусствосунун күнүн өткөрүп жатабыз. Бул жерде биздин 100 жылдардан бери тарыхыбызда келген Эбру искусствосун кыргыз элине таанытуу менен сыймыктанып турабыз. Бүгүн биз дал ушул Эбру искусствосун өткөрүп жатканда, ушул иш-чараны өткөрүп жатканда Тышкы иштер министрлигинде иштеген, тышкы Кыргызстанда башка өлкөлөрдөн келген дал ушул элчиликтер абдан кызыгуу менен келип катышышты. Андан сырткары бул иш-чараны өткөргөндөн кийин эми Кыргызстанда Эбру искусствосын билбеген адам калбайт болуш керек. Бүгүн биз Эбру искусствосын ушул кыргыз элине таныттык. Мындан кийин ушул искусствого кызыккандар абдан көбөйүп калды. Курстарды ачабызбы азыр билбей турабыз. Келечекте ушул кыргыз жеринде түрк маданиятында маанилүү болгон хат же болбосо кол жазма искусствосын дагы көрсөткүбүз келет. İlerleyen zaman içerisinde inşallah hat sanatımızı burada Kırgız halkına tanıtmak istiyoruz. Karşıma çıktım ellerde sardan bileydim. Kısmetim bir gam keder yüz bela değildi. Ah bizden neler oldu ya yolumuz bağlandı. Ya bize dedin senin için gitsin sürü şair. Ah senin için gülüp isnan şair. May ayının ikisində sizlərlə Sport Sarayda görüşəcəyik. Kırgızistanın Bişkek şəhərində. İnşallah görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın.